Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Да, пожалуйста. Айнур Мусаин. Вас не отпускали. Да. Извиняюсь. Айнура Мусаевна, скажите, а по вашим практике или практике Тусучева были такие случаи, что на основании этого перечня отказались на Да, работу? вот я сейчас предоставила, значит, моя клиентка Джумагулова Илима обратилась в строительную компанию «Перфекстрой», и ей уведомлением вручили письменный отказ с приказом, ну, как бы там приказ, получается, об отказе в принятии на работу. Можно второй вопрос? Да. Вы своим ходатайством написали вот в 6 пункте, да? На сегодняшний день нет научных доказательств вреда женскому здоровью почти во всех запрещенных видах деятельности. Вы откуда взяли эту информацию? Ну, на основании того, что я не нашла какого-либо научных обоснований, исследований, проводимых государством, опубликованных в открытых источниках, я пришла к выводу о том, что их не существует. И, по крайней мере, я проводила тоже запросы, направляла, спрашивала, есть ли какие-то научные обоснования. Не только в Кыргызстане не существует, у других стран бывшего Советского Союза нет научных обоснований. Об этом отметил комитет ООН в своем заключении. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Да, третий вопрос. Вы в своем ходатайстве также написали, что женщины имеют право сами решать, что важно, быть матерью или быть успешным профессионалками и другим интересным делом, иметь успех карьерного роста. Да? Вы как здесь вообще Кыргызской Республики взаимосвязь по традициям есть ли? Как ваше мнение? Мы же говорим сейчас про нормы законодательства, которые не относятся и не касаются традиций. И это конституционное право на труд, которое установлено и гарантируется Кыргызской Республикой. А в Конституции есть соответствующие нормы, я их озвучила, которые устанавливают, что законы не могут противоречить и быть, как бы устанавливать большие запреты, чем дает сама Конституция. И подзаконные акты вообще не могут ограничивать права и свободы человека. В этом плане мы сейчас говорим только о нормах права. Спасибо, пани. Алмаз Тавалдеевич, у вас есть вопросы? Пожалуйста. У меня такой вопрос. В целом вы просите признать противоречием Конституции весь список и обе статьи, да, Трудового кодекса? Да. Например, скажем, то, что вот мой коллега задавал вопрос, например, ручная выгрузка, погрузка химических каких-нибудь веществ, думаете, нуждается в научном доказательстве вреда этих видов работ? Я думаю, да, но с точки зрения, почему такого рода, как говорите, погрузка или выгрузка химических средств не вредна для мужчин. Мужчины имеют аналогичные репродуктивные права и должны защищаться с государством в этом плане. Почему тогда они дискриминируются по отношению к женщинам, и для них как бы, ну, такие виды работы них, да, я вот считаю, что еще один вопрос. они тоже должны защищаться. Как вы думаете, женщины должны служить в армии, защищать Родину? Наравне с мужчинами призываться? Это не относится к предмету настоящего рассмотрения настоящего ходатайства. Извините, это я не знаю даже как. Применительно к сегодняшнему делу это не имеет отношения. Спасибо. У вас есть еще вопросы? Нет. Уважаемые судьи, у вас есть вопросы? Да, пожалуйста. Уважаемая Айнур Мусаин, скажите, пожалуйста, вот вы поговорите последние 2-3 года, занимаетесь этой проблемой, да? Да. Наверняка вы изучали, да, вот этот тщательно, этот перечень. Ну, вы, конечно, ответили, что весь перечень вас не устраивает, но тем не менее. Тогда скажите, пожалуйста, вы вот отметили в своем выступлении о том, что хотя бы надо пересмотреть этот перечень в связи с новейшими технологиями, которые могут заменить некоторые виды труда на менее такой безопасный, да, режим. Скажите, пожалуйста, если вот назовите ряд, хотя бы несколько таких видов работ, профессий, где новейшие достижения науки, технологии могут обосновать ваш вывод? Могли бы назвать такие несколько? Да, я вот сидела как раз отмечала, да, вот, пока до судебного заседания внизу вот мы сидели. На самом деле перечень, если посмотреть, он достаточно устарел, он
ну, как-то не обновлялся так сильно. Я только посмотрела в редакции 2005 года и 2012. И здесь, например, высокомонтажный электромонтер, вот все, что касается электрических сетей, это может быть пересмотрено. В принципе, у нас есть и женщины-электрики, и работающие в Северэлектро, и вот доказательства, что даже образование получают, хотят трудоустроиться. Там есть там кондукторы поездов. Почему не может быть женщина? Это же не сложный вид профессии. Достаточно много как бы этих, в том числе там крановщик, там, да, все, что касается воды, тоже. Вот как раз по моим 2 клиенткам я отмечала. Потом раскройщик кожаного сырья. Тоже непонятно обоснование, почему. В целом, я на самом деле думала только ряд профессий оспорить, когда вот, так сказать, получила поручения от клиентов. Но если посмотреть, список достаточно устарел, его надо пересматривать, технологии давно ушли вперед, и легче вообще его отменить и устанавливать какие-то новые виды, ну, имеется в виду более подойти к этому вопросу взвешенно, новые виды профессий в отношении только, ну, например, беременных женщин, да, или кормящих женщин, потому что комитет по дискриминации в отношении женщин отмечает это, что только для вот такой категории женщин могут быть некие послабления. Во всех остальных случаях женщины должны иметь равные, и они должны иметь право выбора. Когда женщина идет на выбор этой профессии, естественно, она предупреждается о рисках, и это уже ее право выбирать, насколько она готова как бы работать на этом виде профессии и так далее. По мнению вот сотрудницы Royal Construction, она сказала, что она больше не видит другой работы, кроме так работать. И она показала, как это легко работать с современными условиями настройки женщине, которая там даже достигла каких-то успехов. И Ну, спасибо, я понял. Я вот хотел поощрение со уточнить стороны просто. Я руководства. хотел именно убедиться, именно в тех видах работ, которые теснейшим образом связаны с новыми технологиями. Понимаете? То, что вы говорите, высотные работы, подземные работы, это все ясно. Да. В принципе, вот права, значит, водитель, значит, этих Ну вот транспорта, еще одно было там хотел услышать водитель конкретно, вот, которые междугородних непосредственно рейсов сегодня автобусов. могут опровергнуть настоявшиеся тенденции, критерии оценки видов работ, потому что технология другая, уже новый другой подход. Вот такой хотел момент узнать от вас. Есть ли такой вид работы? Вот по вашему усмотрению. там? Их несколько, но я, если честно, Хотя бы вот один такого назовите. научного исследования, как должны делать вообще-то государственные органы, наша Академия наук должны это делать, я не проводила, потому что я вот юрист. Всё, спасибо, я вас понял. Еще вопрос. Вопрос возник. Айнур Мусановна, скажите, пожалуйста, вот вы дошли до Конституционного суда, этот вопрос вы со своими клиентами обсуждали. Вы в своей речи тоже сказали, что есть рекомендации, даже Кыргызстану дали рекомендации, комитет ООН или это комитет по ликвидации? И тот, и тот. И тут 2 рекомендации даже были. Вы обращались, например, в правительство о пересмотре вот этих некоторых видов работ, которые надо исключить в целях ограничения доступа женщин к труду. Мгм. Да, вот в 2018 году мы проводили исследования совместно с Управлением Верховного комиссара по правам человека и организовали по результатам этого правового исследования круглый стол, куда пригласили всех уполномоченных государственных органов, в том числе министерства, там бы даже Международная организация труда, все были. И обсуждался вопрос по поводу пересмотра этого перечня, его сокращения его. Нас заверили о том, что он будет сокращен там ближайшие полгода. Тогда в Министерстве труда был другой представитель, и сказали, что уже проект существует. И поэтому, как бы, поскольку нас заверили, что они рекомендации стараются выполнять, и я как бы ждала 2018 года, пока ко мне не обратились конкретные лица, с которыми уже в порядке конкретного контроля. Вот с Джумагуловым мы обращались в 2000 году, но получили отказ, потом я сама обращалась. 2-3 отказа мы получили Конституционного суда. Это было после 3 или 2 лет ожидания, когда же все-таки государство пойдет. То есть у меня не было там цели... С 18-го 5 лет практически я жду, когда вот какие-то меры будут предприняты. Но список, в принципе, мы согласились бы, если список был бы сокращен, пересмотрен ввиду его необоснованного расширения. Но список не пересматривается. Каждый раз говорят, проект есть, но он залеживается, где-то пылится и не инициируется уполномоченным органом. И поэтому
как бы, а люди, они не могут работать. Вот отказы получают. Мы хотели пойти оспаривать до КЛДЖ, но зачем, если у нас есть свои внутренние механизмы национальной защиты прав человека, которые дают нам возможность ставить этот вопрос, поскольку государственные, понятно, что суды общей юрисдикции, даже если мы пойдем с первой инстанции до Верховного, они все будут отказывать, ссылаясь на нормы законодательства. Это проблема законодательного характера, не правоприменения. Поэтому вот и соответствующее обращение было подано. Еще вопрос. У меня тогда к вам вопрос, Мусаин. Вы ставите вопроса о признании не противоречащим Конституции оспариваемой вами нормы, в том числе список, который утвержден постановлением правительства. В то же время в своем выступлении вы допускаете, что подобные списки и подобные какие-то ограничения должны существовать. Я Да. правильно вас понял? Да, только в отношении женщин, находящихся во время беременности или кормящих. Вот именно для такой категории. Потому что об этом отметили международные органы, именно специализирующие на защите прав женщин. Какие виды работ запрещаются с точки зрения международных? Вообще, с точки зрения международных документов, никакие виды работ не запрещаются. Это осознанное право выбора любого индивидуума, женщины или мужчины, на как бы пойти на такого рода риск. Соответственно, практически, все законодательство, любое международное, которое я исследовала, говорит о том, что запрета не должно как такового быть априори. Но, тем не менее, есть некие исключения, там вот конвенция ООН в отношении только определенных групп. В нашем законодательстве, поскольку это наследие Советского Союза, и как бы, естественно, это все там после 1978 году принято было еще до принятия ряда там международных документов, они подошли очень широко к этому вопросу, сделали тотальный запрет для всех женщин, независимо от там категорий, да, каких именно. Поэтому это на самом деле пережитки, которые нужно как бы приводить в соответствие и с реалиями настоящего времени, и с прогрессивным законодательством международным и Конституцией в том числе. Всё, спасибо. Присаживайтесь. Спасибо.